За всеми этими цифрами скрываются настоящие люди и реальные истории. Так, в декабре прошлого года двое мобилизованных из Новочебоксарска, 32-летний Александр Бурмистов и 21-летний Никита Данилов, употребили синтетические наркотики в поезде по пути на фронт. Один умер от передозировки на месте, второй впал в кому и скончался в больнице. Мобилизованный Дмитрий Германов из Чебоксарского района погиб в Ульяновской учебной части, даже не доехав до фронта. Жене сообщили, что 34-летний Дмитрий упал. Его доставили в больницу и сделали трепанацию черепа. Спустя 3 недели он умер, не выходя из комы. Про мобилизованного Александра Вологуштина писали в «Прогороде». Он со своей избранницей сыграл первую в 23 году свадьбу в Алатыре. На фронте погиб бывший депутат Цивильского района от «Единой России» Владимир Дмитриев. Он выступал против продажи земли под строительство китайского завода и даже помогал местным фермерам. Погиб от прилета дрона в госпитале. Если у вас есть информация о погибших, пишите нам в Телеграме.